21 золотая медаль, 2 серебряные за многоборье и 3 бронзовые за упражнения без предмета были завоеваны юными гимнастками Абхазии в Дубае на международном турнире по художественной гимнастике. В данном мероприятии приняли участие более 700 гимнасток из 12 стран. Я сама не ожидала, что будет такой результат. Я, конечно, надеялась очень и мечтала, что хотя бы несколько медалей мы привезем, но то, что дети практически все заняли золотые медали. Каждый ребенок выступал по своим возможностям, где он мог бороться. Там выступали звезды мирового уровня, такая как бронзовый призер Олимпийских игр Алина Горнасько. Это очень знаменитая великая гимнастка. Также чемпионка и призер крупнейших международных соревнований Амалия Лука из Румынии. Также Ева Бразилиева из Болгарии. Мы их впервые увидели вживую. И, конечно, дети с восторгом смотрели и учились. Я надеюсь, это будет большим уроком для них тоже. Мне очень понравилось съездить в Дубай, выступить на международных соревнованиях. И мне очень понравилось нести свой флаг своей родной Абхазии. Впечатление очень замораживающее. Я исполняла упражнение без предмета. Оно у меня новое и завоевала 2 первых места. Я выступала упражнения без предмета и упражнения с мячом. Я поехала на эти соревнования первый раз. Было страшно, так как нужно было представлять свою страну, и мне очень понравилось то, что там большинство девочек представляли свою страну и выходили с флагом. В день открытия международного турнира наши гимнастки на мировую арену вышли с гордо поднятым флагом своей маленькой родины Апсны. Все участники и зрители данного мероприятия встретили юных звездочек с теплом и аплодисментами. Соревнования в Дубае проходили в 2 этапа. В первый день наши гимнастки своими завораживающими выступлениями затмили всех участниц турнира. Гибкость, ловкость и грация талантливых гимнасток произвели впечатление и на судейскую коллегию. По итогу первого соревновательного дня гимнастками было завоевано 9 золотых медалей за многоборье. В отдельных видах за упражнения с мячом Нара Цимцба и Александра Адлиба стали лучшими. Мне понравилось, когда мы ехали в пустыню. Город понравился на яхте, когда мы были. Было 2 упражнения, я волновалась и справилась. Было тревожно очень. Те самые минуты, когда все тело дрожит, боишься потерять мяч. Я выхожу на ковер, и эта тревожь, паника, но я собираюсь, и начинается музыка, этот звук, и все. И тело отдается под музыку, начинается артистика и красота. В этом же турнире за серебро в многоборье боролась Злата Захарченко. Бронзовую медаль за отдельный вид многоборья и за упражнения с мячом и без предмета завоевала Лима Хутова. На выступлении не все прошло так, как хотелось, но дальше уже буду исправлять все свои ошибки. Выступление прошло хорошо. Я выступала без предмета и мяч. На первых соревнованиях я взяла золото и 2 бронзы, а на вторых золото. Мне понравилось, что там было красиво. Мы выступали, нам нравилось это. Мы любили, мы хотели это сделать, и мы это сделали. В международном турнире всего из Абхазии приняли участие 10 гимнасток. Нужно отметить, что из-за полученной травмы одна из них не смогла выступить. По словам младшего тренера нашей команды Татьяны Боцевой, все выступления прошли на высоком уровне. Мы не ожидали. К нам отнеслись с таким теплом. И, честно говоря, наши дети себя тоже показали очень хорошо. Они там как открылись. Они показали, какие они есть. Они веселые, душевные, честные, и это очень помогло. Эта поездка, она показала, что наши дети, внутренний мир, он намного больше и красивее, чем мы думаем. Номер у меня был мяч, на первых соревнованиях БП и мяч, а на вторых мяч только. На первых 1 медаль золотую, 1-е место, на вторых тоже 1-е место. Мы готовили обруч, мяч, БП. Было очень много тренировок
Мы трудились, старались. По словам тренеров, у гимнасток большие перспективы и планы, так что их ждут насыщенные тренировки, чтобы быть готовыми покорять новые вершины. Адис Сагария, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.